Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман, мы застали лучший из всех месяцев, в котором за благие дела воздают щедро, в котором грехи прощаются как никогда, в котором мольбы не остаются без ответа, и все это по милости Аллаха. Застать подобную благодать – огромное счастье, но застать и не воспользоваться – огромный убыток. В один из дней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднимаясь на минбар, трижды повторил «Аминь, аминь, аминь». Его спросили, к чему было это сказано, и он, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Ко мне явился ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал: да будет унижен тот, кто застал месяц Рамадан, но не получил прощения. Скажи аминь». И я сказал аминь. Да будет унижен тот, кто услышал твое имя, но не призвал на тебя салават. Скажи аминь. И я сказал аминь. Да будет унижен тот, кто застал в живых родителей или одного из них, и все же ему не были прощены грехи. Скажи аминь. И я сказал аминь. С первого взгляда подход Джибриля к этим вопросам удивляет своей суровостью. Но узнав о бесчисленных благах Рамадана, имея перед собой все пути к их обретению, видя, как люди вокруг стремятся к этим дарам, и не находясь под давлением серьезных искушений, толкающих к греху, если при всем этом человек все же по беспечности упускает такую возможность, каких же он слов после этого заслуживает? Какое еще он ищет благоприятное время, чтобы ответственно относиться к своей религии, чтобы глубже проникнуться вопросами своего ахирата? Если человека завели в открытое море, а он умудрился выйти оттуда грязным, чья в этом вина? Если море не очистило его, что же тогда его отмоет? Это подобно высказыванию Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, где он сказал: если регулярная молитва не становится причиной оставления пороков и грехов, такой будет все дальше и дальше отдаляться от Аллаха. Если человек минимум по 5 раз в сутки становится перед своим Господом в намазе, а в оставшееся время между молитвами проводит свою жизнь неподобающим для мусульманина образом, чего от него еще ждать? Или же тот, кто знает о правах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знающий о том, как высоко ценит его сам Всевышний Аллах, свят он и велик, понимающий, что абсолютно все существующие религиозные блага, полученные через пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но тем не менее не обременяющий себя произнесением одного простого предложения, даже не предложения, а словосочетания саллаллаху алейхи вассалям, каких еще отзывов он заслуживает? Или же тот, кто мог заслужить рай посредством тех, кто породил его на этот свет и проявлял о нем заботу, пренебрег их правами, хотя наверняка слышал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: рай под ногами ваших матерей, все же упустил и эту возможность, чего он еще заслуживает после этого? Примечательно и то, что в одном хадисе сразу упоминаются права Аллаха, права посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и права родителей. Община мусульман, месяц Рамадан дарован нам Аллахом, чтобы мы обновились, перезапустили свою душу и получили новые силы. Наш Господь, который сегодня запретил нам чистую, дозволенную пищу, хочет внушить нам, что ни в коем случае не позволит нам запретную еду, и что нет для нас в этом никакого блага. Постящийся в любой момент может нарушить свой пост. Может незаметно для других поесть или попить, но он этого не делает. Спрашивается, почему? Да потому что его видит Аллах. Подобно этому, такая установка должна быть применена ко всем нашим неблаговидным поступкам. Мы должны задаваться вопросом: как я могу так поступить, когда на меня смотрит сам Всевышний Аллах? Если ты согрешил, ощущая на себе взгляд Аллаха, ты осмелился на великий проступок. Но если ты согрешил, решив, что Аллах тебя не видит, у тебя не осталось ничего из веры. Община мусульман,
Поистине, благословенный Рамадан дан нам как великий дар. Будем же благодарны за него и извлечем из него максимальную пользу для себя. Пусть станут совершеннее наши молитвы и нахождение в мечетях. Пусть преобразятся наше поведение в обществе, наше общение с людьми, наши манеры и наш нрав. Просим Аллаха благословить услышанное нами сегодня. Просим у Него успеха в нашем поклонении, которое будет равноценно великому месяцу, дарованному им. И пусть не станем мы теми, кто потерпел убыток и не извлек из поста никакой пользы, кроме мучений желудка.